Приветствую всех, уважаемые любители волейбола на нашем YouTube-канале. Сегодня интервью дистанционное. Мы поговорим о национальной сборной Ю-20, которой совсем скоро предстоит участие на чемпионате Азии среди своих сверстников. Это будет в Индонезии. А сейчас с нами на связи как раз-таки главный тренер национальной сборной Казахстана Ю-20 Сергей Трикос. Ну и по совместительству тренер волейбольного клуба Ахтубе. Сергей, спасибо вам, что согласились поговорить о нашей сборной. Добрый день. Наверное, первый вопрос. Всем интересно, как получилось, что вы возглавили национальную сборную? Это по итогам прошлого сезона, когда вы очень хорошо вошли в национальную лигу со своим клубом. Как вообще проходили переговоры, когда федерация сделала вам официальное предложение? Это предложение витало, не озвучивалось окончательно, но где-то ближе к концу чемпионата, да, Леонид Кемербекович Германский возглавил сборную, я сразу же согласился. Это было во время плей-офф, либо где-то в промежутках между турами? Наверное, это было перед четвертым туром. Перед четвертым туром, да? Какие-то задачи сразу генеральный секретарь перед вами озвучил? Вот тройка там на чемпионате Азии, либо просто подготовка наших молодых волейболистов к этому турниру, либо все прошло, ну, как обычно, то есть вы возглавляете, дальше посмотрим, война план покажет. Ну, всегда, если взять за первые места, но, к сожалению, молодежную сборную не занимали еще, да, призовые места. Но мне сразу сказали, что команда в этом году подбирается поколение, так что можем бороться за медаль. Да. Мы уже видели команду в деле, когда в Астане проходили, так скажем, игры квалификации против сборной Узбекистана. Ваша команда выиграла очень легко 3-0. Расскажите, пожалуйста, по первую подготовку, про первый учебно-тренировочный сбор и вообще про игру против наших соседей. Да, вы правы. Игра удалась. Парни сыграли хорошо. Достаточно легко все получилось. Мы, наверное, надеялись, что не то, что надеялись, да, сильного соперника. И настраивались на него. Получилось, как получилось. Достаточно легко и просто. А подготовка у нас игра за 2 недели успели. Ребята приехали достаточно подготовлены к сбору. То есть не надо было их выводить после отпуска. Они там просыпались долго, ходили в тренировочный ритм, и были готовы. Поэтому все получилось достаточно легко. И первый сбор, и второй, который сейчас проходит в Актюбе, так скажем, родная вам площадка. Здесь, получается, это вы выбрали место локации, либо вам федерация сказала, что именно здесь, в Актюбе, нужно готовиться в этом плане, как вообще по условиям сборов? Расскажите нам немного. Ну, это было обоюдное решение. И от федерации, и от меня. Да, мне было достаточно удобно, потому что, тем более, этот сбор совмещается и с командой Актюбе. Приходится тренировать и мужчин, и ребят. Так что все под контролем. Сейчас в вашем расположении 16 игроков. Всех ли игроков получилось вызвать под знамена сборной? Да, всех получилось, и даже немножко больше. И приехали ребята, еще парочку посмотрели, дали шанс. Но в итоге тренерским штабом принято решение, что те 16 человек, которые мы выбрали, достаточно сами. Не в одном, а интервью мне Ермек Камербекович рассказал про 2 игроков. Они играют, как я помню, в «Локомотиве», да, по-моему, Новосибирском. Очень высокие, классные, да, нападающие. И он сказал, что их тоже постарается вызвать национальную сборную. Как я понимаю, не получилось. Велись переговоры с «Локомотивом».
и с родителями этих ребят. Я так понимаю, что у обоих паспорта российские, Мгм. и казахстанских нет, и казахстанские паспорта они не будут допущены. То есть именно такие, да, проблемы. Понятное дело, что лидеры уже определены, да, по играм против Узбекистана. Очень хорошо себя проявили нападающие. Хорошо вам знакомый Аслхан Забергенул, да, который капитанствует в вашей команде в Ю-20. Клим Рюхов, который играл в прошлом сезоне в России. Костяк будет строиться рядом с этими игроками, либо все-таки будут изменения в итоговой заявке на чемпионат Азии? Можете немножко открыть занавес? Вчера и сегодня контрольные игры с командой РТБ. Ребята играют против мужчин, сейчас команда РТБ собирается достаточно сильные игроки. Себя проявляют. Даю последний шанс всем проявиться. И сегодня уже на собрании объявлю 15 человек, кто появится после второй игры. То есть 12 волейболистов поедут в Индонезию, правильно? Из 16? Да, на чемпионаты Азии среди молодежи есть 12 человек. Это условия ABC. Федерации. Сергей, расскажите, пожалуйста, по группу. Изучали ли соперников, кто будет играть, определяли ли четвертая команда, которая тоже проходила квалификацию в своей зоне. По группе, какие у нас шансы выйти в плей-офф? Шансы всегда есть, пока не пришли. У нас Таиланд, Корея и Вьетнам последняя команда, четвертый, кто отобрался. Кто отобрался. То есть последний в нашей группе, да? Да, смотрели на Ютубе, находили игры, разбираем, готовимся к этим. Коль федерация не ставила перед вами конкретные задачи, лично вы, какие у вас ожидания на этот турнир? Потому что я тоже был в Астане, где мы с вами и общались, и встречались. Очень хорошая у нас сборная, скажу вам, по потенциалу, по игре, которую мы увидели. Ну, непонятно, что Узбекистан не прям такой топовый соперник, чтобы делать какие-то выводы именно сейчас. Но в отличие от девушек, которые в чемпионате Азии Ю-18, Ю-20 заняли 7 место, я лично ожидаю от нашей сборной, от вашей команды очень-очень высоких результатов. Ну, понятное дело, что наши ожидания, наши проблемы. Как вы думаете, удастся ли обрадовать казахстанского болельщика высокими результатами? Потому что в последнее время таких высоких результатов именно по молодежке у нас прям не хватает. Да, к сожалению, не хватает у нас времени на туры. Конечно, замечательно собираться больше, чаще тренироваться, собираться вместе, чтобы была игровая слаженность у команды. Тогда и будут результаты. Команда сильная, конечно, ребята сильные, но не узнаем, пока не приедем и не увидим. То есть там... Конечно, хочется, и будем стараться, и будем биться, да, за самые высокие места, за каждой игре, за каждый матч, в каждой игре. Ну, там все уже. А каким результатом вы будете лично довольны? Вот, не знаю, выход в полуфинал, оказаться в шестерке сильнейших, либо уже выход в плей-офф для вас будет результатом, который будет непровальным? Ваши личные ожидания? Наверное, результат. Выход в плей-офф это минимально. Ну, медали. Будем биться медали. А все ли условия сделаны со стороны федерации, чтобы команда подготовилась очень хорошо к старту в Индонезии? Форма, питание, быт, эти вот все дела. Потому что это же тоже влияет на подготовку. Да, все хорошо. Спортзал есть. Хороший. И тренажерный зал, и волейбольный зал. Все оборудование присутствует. Медикаменты закуплены. Форма пришла вчера. Вы уже выкладывали, да? У вас... Все есть, все работаем. У вас контракт до конца этого года, либо только на этот турнир, на чемпионат Азии? На турнир, конечно. Только на турнир, да? А там уже будет либо продление, либо, не знаю. А дальше вы планируете совмещать работу?
тренера сборной и клуба Актобе? Будет новый сезон международный. Мгм. Будем вести переговоры с федерацией. Мгм. А это как-то не отвлекает, Рад если вы... помочь. Да. Это не будет вас отвлекать, когда вы Это очень- будете играть и следить за игроками соперников, смотреть на кандидатов в национальную сборную? Но наоборот, помогает. Помогает, да? Ты смотришь все игры, участвуешь, может быть, даже немножко проверяешь кандидатов, ты даешь определенные задания своим игрокам. Проверяем. Так что нормально. Мгм. А в прошлом году в Ахтубе был, наверное, один из такой, лидер, да, опытный игрок, это Айбат Неталин. А в этом году, я уже плавно перешел в вашу клубную стезию, в этом году очень много классных игроков, трансферов. Тот и Дамир Акимов, Ерик Жамбукен, игроки национальной сборной, Никита Швалев, который себя очень хорошо проявил в Таразе. Ахтубе готовится к высоким целям, да, как я понимаю, после этих трансферов? Да, задача победы. Победа в чемпионате. А будут ли Да. еще трансферы, будут ли еще легионеры? Либо сейчас команда, не знаю, на 80-90% готова к сезону именно играть с этим составом? Осталась последняя вакансия, ищем доверивших. Этот будет легионер. Скорее всего, да. Да. А вопрос тогда, как мы будем, вы будете, точнее, доверять молодежи, тот же Асылхан Узбергену продлил контракт, Жан Махсудкан команде, центральные блокирующие ребята. Как вы будете миксовать, выбирать игроков, учитывая, что руководство ставит задачи, очень самые высокие? То есть вы же тоже понимаете, что вам нужно показывать результат прямо с первых игр здесь и сейчас. Даже не с первых игр, даже с Кубка Казахстана. Да, конечно. Турниры очень долгие. 6-7 игр. Достаточно много. А игроки возрастные, всем придется давать отдыхать в равной степени. Всем хватит игрового времени. Да, учитывая, конечно, наш формат проведения чемпионата, здесь я с вами полностью согласен. Ну что, Сергей, спасибо вам за то, что вы согласились с нами поговорить. Обязательно будем за вами следить, освещать игры национальной, точнее, сборной, молодежной сборной Казахстана в Индонезии. Удачи вам и больших побед. Надеемся, что вы в разы перевыполните цель, которую поставили перед собой на этот турнир. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания.